понимаете, о чем сейчас будет творческая встреча и кто такие Кристи, Стиху и Хайме? Нет, не до конца понятно? Смотрите, я скажу так вот. Кристина Хубер – это графический дизайнер из Германии, ну, из города Франкфурт, из Оффенбаха, да, правильно? И вместе с Хаймером, Хаймер также графический дизайнер, и в то же время он еще очень серьезно работает с электронной музыкой. Возможно, кто-то был из вас на вечеринке, когда развал схождения на автопате. Ну вот. Значит, тогда тебе точно не нужно объяснять, что такое электронная музыка и с чем ее едят. Да? Вот мы попросили специально Кристину и Хаймера рассказать еще раз. Вот они читали лекции, связанные там с связь музыки с визуальными образами. Кристину мы отдельно попросили прочитать лекцию по креативной педагогике. А можно попросить включить запись? Я уже включила. Уже включено, отлично. И вот суть такая, что вот эти ребята нам могут, и вам, и нам могут показать свой опыт, как не только там, своей работы, но и свой опыт преподавания в немецких, в современной Германии. Поэтому мы решили осознанно сделать эту встречу в виде такой неформального, может быть, общения. Поэтому мы вот обсуждали, что, наверное, не нужен такой строгий официальный зал. Поэтому предлагаем вам быть посмелее, посвободнее. Все мы такие же люди, как вы, тоже оканчивали вузы в свое время. Поэтому можете смело задавать вопросы. Просто сначала, наверное, будет логично, если ребята что-то расскажут, да, а после этого вы сможете смело задавать все вопросы, которые вас интересуют. Ну что, я готов перейти. Ну и, конечно же, про фестиваль хотелось бы сказать, что ну, вот мы очень надеемся, что этот формат там будет востребован и поддержан, но мне, конечно, смущает то, что такое малое количество людей, на мой взгляд, было на фестивале. Поэтому у меня к вам просьба, большая задача. Ну, пожалуйста, если на следующий год будет что-то происходить, тяните всех своих, не надо ехать на картошку, один день можно пропустить. И приходите, это мероприятие специально для вас, оно совершенно бесплатное и открыто. Все, я готов передавать слово. Встречайте Кристину Хубер, и Хаймер, диджей Хаймер, вы можете его просто диджей Хаймер называть, да? Я сейчас расскажу. Это даю слово. Нам всегда лучше встать для вас? Давайте я могу помогать управлять, а вы... Или мы так поменяемся, что... Ну, наверное, так. Всем привет. Да, я немножко коротко расскажу. Сначала мы расскажем, что мы делаем, а после вы можете задать вопросы, если у вас есть какие-то появятся. Вот, как уже говорил Дима, я Кристина из Стиху, это мой артистический никнейм, если так можно сказать. Простите, если буду плохо говорить, я уже немножко забываю язык и долго был внимание. Хаймер это его музыкальное имя. Немножко сначала расскажу, откуда мы. Мы уже подготовили вам специально сегодня отдельную лекцию, до этого мы читали свои, а сейчас для вас специально новую подготовили. Я сама родилась и выросла в Коми республику. И с 18 лет я живу в Германии и училась там. Кто-то по-английски понимает? Okay, so we try also that. But я тоже буду переводить вам на русский. Hello, nice to meet you. My name is Heimer. Привет, мне очень приятно вас встретить. Меня зовут Heimer. I'm from Berlin originally, and I live in Frankfurt currently and work together with Stihu, and we're doing... Я оригинально сам из Берлина, но сейчас я учусь во Франкфурте и работаю вместе с Кристиной. And I'm originally was working as a musician and did music production for other artists. С самого начала я был музыкантом и работал для продукции, для музыкальной продукции в различных направлениях. But also have an electronic experimental project which I still work with, and through music I came to design and started studying design instead of music. Я до сих пор работаю в жанре больше электронной музыки, делаю какие-то проекты там, и именно через электронную музыку я пришел к дизайну. And we're really happy
because it's been such a long travel for us, so we were really excited to come here and meet all the people. Мы очень рады здесь вас поприветствовать, потому что мы проделали на самом деле очень большой путь, чтобы увидеть вас и встретить вас. Еще коротко про наше, может быть, профессиональное образование. Мы оба учились в Академии дизайна в Берлине, где мы познакомились, и нам понравилось, что каждый как делает, и мы как-то начали вместе делать проекты. После этого мы оба перешли на магистерскую программу во Франкфурте. Я не знаю, что это вам говорит, это имя как Айки Кёнис и Хорт. Ну, не важно. Значит, еще будет есть что узнать. И мы сейчас учимся частично уже на последних стадиях, так скажем, у него. Мы сейчас покажем короткий трейлер к нашим работам. Я надеюсь, что вы сможете что-то увидеть с музыкой. Сейчас проверим, заодно работает музыка или нет. Ja. Muss auch gucken bei Sound, ob das angeschlossen ist. Ja. Lädt zumindest. Es gibt aber keinen Sound. Warte mal, mach mal. Музыка не работает? А кто? Хорошо работает музыкантов, который в технике разбирается. Сейчас нам настроит. Да, что вам еще? Наверное, тогда расскажу пока. Du musst mir dann Bescheid sagen, wenn du fertig bist, weil ich kurz dann Bescheid erkläre. Oder? Мне бы сказала подождать. Ansonsten machen wir Bedanken. Поняли, какой долгий путь нам был к вам. Еще немножко расскажу про наш, так скажем, творческий путь. И хотя вот что начинали учиться в университете, нам было интересно, особенно то, что он занимается музыкой, а я дизайном, как это все смешать и попробовать, и познакомиться, может быть, с новыми людьми. Мы много организовывали каких-нибудь ивентов музыкальных, большей частью, где смешивали вот именно визуальную часть с музыкальными представлениями. И тем самым, как бы, с самого начала, уже начиная прям с этого работать, прям вросли, так скажем, в эту область.
И после этого к нам стали приходить много заказов от музыкантов или от каких-то там групп, или, допустим, мы работаем также с какими-нибудь выставочными пространствами для, опять же, саунда и visuals. И вот нам повезло, что Дима нас пригласил на Типоманию. Jetzt kannst du vielleicht der nächste oder was du hier machen willst. Да, еще раз показать, чем мы здесь занимались. Мы были на Типомании, благодаря Диме. Также мы устраивали, Дима нас уже познакомил с местными организаторами и диджеями, и нам было также интересно провести здесь вечеринку, поэтому кто не был, а кто был. Да, нам было тоже интересно. И мы тоже проводили несколько лекций, и также научились немножко монгольской типографии, каллиграфии. Jetzt kannst du die nächste Seite machen. Vielleicht komme ich da kurz vor und sage Ja. was auf Englisch. For us it has been really interesting, and especially for me, to come to Ulan-Ude. Для меня было это очень интересно, особенно приехать именно в Улан-Удэ, Because we've been here for over 7 days now, and we've been also to the Baikal Lake with Dima from Tupamania. Мы уже здесь 7 дней, и мы также уже посетили озеро Байкал вместе с Димой из Типомании. And it's been really interesting to see that there are so many different cultures and origins living together in Russia for me. Для меня было также очень интересно, что я узнал всю эту многосторонность культуры в России, что столько разных национальностей, столько культур оригинальных живут вместе, и здесь столько всего интересного. Because when we work with design or with music, all we do is always really influenced by different cultures and different origins. Потому что когда мы чаще всего работаем над какими-то музыкальными и дизайнерскими проектами, это все взято откуда-то, то, как на нас повлияла именно различная культура в разных направлениях, и как мы это все на себя восприняли. And everything you do when you work creatively in whatever field, it's always really rich to have more ways of communicating different things, because in some languages you can say other things than in other languages. Что очень важно, когда ты работаешь в визуальной культуре, это то, что это же тоже визуальный язык, который настолько различается, что ты можешь совершенно по-разному, по визуальному языку сказать разные вещи. Это то же самое, что как и в разных языках. Есть как бы одинаковые выражения, а есть очень много каких-то специфических выражений, в которых, допустим, только в одном языке они есть, а в другом нет. И вот именно нас это очень сильно инспирирует. And we as graphic designers and visual artists, we also work a lot with the ability to read or understand, and the more abstract, because it's most important. Так же, как и графические дизайнеры, мы очень много сильно работаем и экспериментируем с понятностью, в том смысле, что как бы как это можно читать, можно ли это вообще читать, нужно ли это читать, или запоминается просто имидж, и нам также вот это очень сильно интересно. So every time you encounter something new, it's always a process of learning new things. И когда ты знакомишься с чем-то новым, это процесс, когда ты эти новые вещи учишь и как-то их на себя, так скажем, воспринимаешь. So learning from different cultures and different origins also means that you're constantly learning new stuff and can create more and rich forms of communication and visuality. И чем больше культур и языков встречаешь, тем больше учишь вот эти какие-то новые вещи, и чем больше появляется у тебя обширного поля, с чего ты черпаешь свое творчество. Также, что сегодня актуально, очень важно, что вы все знаете, что медиа, особенно для нашего молодого поколения, поэтому взяли эту цитату: невозможно наблюдать за культурными и социальными изменениями без умения и понимания функциональности с медиа. То есть сегодня уже тоже очень важно не только месседж или ту историю, которую вы хотите рассказать, а также через что ее вы рассказываете, потому что, как дизайнер, вы, наверное, знаете, что разные, там, допустим, в книге рассказываешь совершенно по-разному историю, когда у тебя есть много страниц, когда ты можешь, так скажем, авторитетно с самого начала до конца
показать читателю, как ты проходишь все эти ступеньки, или, допустим, где-то в интернете у тебя уже нет этой хронологичности, и ты уже должен совершенно по-другому заниматься дизайном, когда ты знаешь, что пользователь может кликнуть в любой другой угол, который ты, допустим, не предусматривал, поэтому вот этот вот концепт дизайна должен совершенно по-другому строиться, чем, допустим, в книге. Ну, я думаю, что вы, наверное, это все знаете. И также есть совершенно различные формы коммуникации. Есть прямая, которая очень, как сказать, напрямую тебе говорит информацию, ты можешь все это прочитать, и все это понятно. И есть другая форма информации, которая более, может быть, на первый взгляд, не настолько информативна, но с другой стороны она передает очень много эмоций, и также, присмотревшись ближе, ты также можешь понять, о чем это, или подумав побольше. Willst du vielleicht hier du sagen? Я тоже, чтобы мы вдвоем говорили, не я одна. And so in design we always have like ein schmaler Grat, oder I don't know in English, but like we have a small gap between what should we communicate and what can be left open for interpretation. То есть дизайн, это на самом деле, это очень такая, в дизайне есть очень узкая граница между тем, сколько ты должен дать информации и сколько информации должно быть уже интерпретировано тем, кто смотрит на этот дизайн. Because as said before, there are many things you can communicate through words and signs and everybody understands it. И особенно, когда я до этого говорил про языки, это имелось в виду тем, что через язык мы можем говорить и через буквы мы можем очень много информации подавать другим людям. But there are also a lot of things you can only understand through the form or the spirit of an image, like the emotion that comes to you, even though you don't understand exactly what it means. С другой стороны, также сам имидж или сама картинка, она передает столько много эмоций, когда иногда даже слова или буквы не могут столько передать, как простой язык. And especially in a world today where we are all connected via internet, it's more important than ever to learn to understand and communicate through ways that are open for more people than just the people who can read the language. И в нашем мире, когда сейчас появился интернет, появляется возможность коммуникации с людьми со всего мира. И понятно, что если выбирать один язык, это не всегда получается, но поэтому мы должны искать какие-то новые пути коммуникации с другими людьми, и это очень интересно. And you all use social networks or Instagram or any forms of these media. И понятно, вы, наверное, все пользуетесь социальными сетями, Инстаграмом и так далее. And you already do this already because you communicate a lot just through images or just through pictures, and you communicate your whole story without writing any words. И вы, наверное, уже через это, конечно, понимаете, что вы через вот именно коммуникацию фотографиями, картинками, которые вы загружаете, вы коммуницируете уже без слов и без чаще всего какой-то очень сильной информации. And this also opens many possibilities because people are not longer restricted to just communicate with their close friends, but you can also communicate to the whole world what you want to say in your place. И поэтому, что очень важно, мы не только сосредоточены на том, что мы общаемся с каким-то узким кругом друзей, но также мы можем общаться со всеми людьми со всего мира. Здесь мы уже начнем показывать наши первые работы. Вот эту вот работу я делала специально для одной из издательств в Лейпциге, где графические дизайнеры должны были сделать одну из работ, посвященных именно пониманию, непониманию языка и насколько имидж может коммуницировать. Это тоже одна из тех работ, где я экспериментирую с языком и можно ли понять, так скажем, всю информацию через постер, точно не умея вчитываться. Если сильно присмотреться, то на самом деле можно вчитаться в тексты, поэтому это для тех, кому очень важно. Также здесь, допустим, вот этот постер мы делали, который поменьше, мы
мы делали для ребят, они сами очень разного происхождения. По-моему, они с Польши и со Словении. И они организовывали первую виртуальную выставку, которая называлась «Первое свидание», First Date, между Тбилиси и Лондоном. И была прямая трансляция этих двух городов. Другую я делала к одному из журналов, где было опубликовано мое интервью, потому что я много тоже преподаю в университетах немецких, как бы вот в таких вот форматах, как лекционных. И там были такие заданы вопросы, как важно, допустим, преподавателю его авторитет, насколько важен, какой мой процесс преподавания и как я использую вот эту, так скажем, авторитетность, или нужно ли это вообще сегодня. Также мы участвовали на Типомании в Москве, это, по-моему, было года 2 назад с нашей выставкой плакатов. Здесь, наверное, самый такой хороший пример, про него расскажу немножко как сказать, поинтенсивнее. Это проходил фестиваль по дизайну во Франкфурте. Это был как протест в том смысле, что образование должно быть бесплатным, потому что это не везде в Европе. И мы сначала искали очень долго финансирование, и после этого мы приглашали различных известных дизайнеров со всего мира на нашу школу, которая длилась, по-моему, она была 1,5 недели. И это был такой интенсив, где каждый день с утра до вечера мы занимались именно с тем преподавателем, кто выбрал, и мы делали для этого айдентику. Айдентика важна здесь тем, что все имена преподавателей, которые были у нас на фестивале, вы видите сами, очень сложно прочитать. Но если захочешь, то как бы и вдумаешься, то можно, я думаю, что. И здесь именно был такой вопрос, насколько важна вот эта именно информация, которую мы даем. И мы сделали также веб-страницу к этому фестивалю, где нужно было регистрироваться, где было тоже все сложно читаемо, но чтобы пройти этот квест и, так скажем, посетить фестиваль, нужно было там зарегистрироваться. С одной стороны, там была вот здесь вот, наверное, я обойду. Видна кусочка страницы, и там, с одной стороны, было как премиум аккаунт, где нужно было зарегистрироваться, а с другой стороны, бесплатный. И мы специально сделали созданную такую иллюзию, что в премиум аккаунте нужно было ответить на какие-то психологические вопросы, которые, так скажем, немножко показывали, насколько нам важно, как вы устроены, там, любите ли вы работать в группах или лучше по одному. И казалось бы, что, может быть, мы как-то из-за того, что вы решили для премиума себя зарегистрировать, то для вас, может быть, какие-то будут поблажки, или что мы лучше для вас подберем, так скажем, присутствие на фестивале. А в бесплатном это была больше реклама, которую мы сами делали тоже, и как будто бы нужно было везде всю эту рекламу пройти, чтобы дойти до конца. И в конце, как бы, на самом деле, все могли участвовать в фестивале, то есть это было неважно, где ты зарегистрируешься, и как бы идея была такая, что все мы равны, и неважно, думаете ли вы премиум или бесплатная версия, но как бы у нас у всех одинаковые возможности, и мы должны их использовать. И да, было очень интересно, потому что еще один вариант регистрации на фестиваль, но это было для суперумных, который можно было просто найти, потому что везде стоял адрес наш, mail-адрес, и просто можно было туда послать портфолио и все. Но мы смотрели, насколько кто как хочет проходить. Много поступало нам тоже жалоб, но мы тоже говорили, ну как бы постарайтесь, но это очень важно. И уже в конце у нас была заключительная и выставка, и вечеринка, которую мы делали для того, чтобы все люди со всего мира, откуда они приезжали буквально, я не знаю, с Америки, из Бразилии, люди, им нужно было только оплатить свой билет, потому что все остальное, как где можно спать и где мы учились, находились, это все предоставляли мы, те, которые живут в Германии. И вот в конце мы уже совсем сошли с ума для вечеринки, и все стало еще более непонятно, чем до этого. Sound? Что-то
Что-то сам выключился наш. Ist das jetzt an? Eigentlich müsste es jetzt gehen. Aber es ist vorbei. Это такое маленькое видео, которое мы показали. Наш профессор, которого мы учимся, он такой очень известный и важный человек во всем мире в дизайне. И то, что мне нравится в методе преподавания, потому что это коллекции на огромных известных фестивалях. Он также пытается показывать наши работы и тем самым как бы то, что это очень важно, давать путь новым дизайнерам. И вот он хвастался нашим трейдером. Я высветлю. Мы будем меняться. This is a poster series we're doing for a party, electronic party in Beijing, China. Это серия постеров, которые мы делаем периодически для китайских для ивентов электронной музыки в Китае, для Бейджина и Шанхая. And this is we did this because we had a lot of freedom for this project because we had the ability to redesign their name every time we do a poster. Нам очень понравилось их предложение, особенно потому что они нам сказали, что нет никаких границ, мы можем делать все, что хотим. И каждый раз в новом постере, который для следующего ивента, который будет происходить, мы абсолютно по-новому меняем написание их названия их ивента, хотя оно остается одним и тем же. And for every poster and every event, we created a 3D abstract world that was aligned to the music that they were playing there. И как вы видите, также вторым слоем в плакате являлся всегда 3D маленький такой мир, который мы разрабатывали отдельно. И вот именно этот 3D мир, он более абстрактный, но он подходит под те стили музыки, которых музыкантов они приглашали на те или иные ивенты. So this is for us a really great example where you can use music and emotions to make a design for an event and communicate the feeling of the evening without using words. И вот это для нас именно такой хороший пример в том смысле, что именно вот этой картинкой и вот этим 3D миром мы можем коммуницировать о направлении музыки, о той музыке, которая будет играть в тот вечер без каких-то слов. И это понятно по самому имиджу. Допустим, вы можете смотреть, что вот эти вот уже более такие темные, где было более такая dark electronic music. И здесь что-то светлее. Также мы сейчас работаем с Москвой. Есть такая серия ивентов, они называются «Резонанс». Это, по-моему, программа авторская Никиты Забелина. И вот это было первое наше сотрудничество вместе. Мы сделали здесь более такой предметный, до этого видели, что это было более такие абстрактные вещи, которые мы делали в 3D. Здесь уже конкретно вот именно эти зубы. Почему? Потому что, зная о том, что в Москве, вы знаете, наверное, тоже, что много там клубов закрывалось или еще что-то, то, что все равно музыканты пытаются как-то делать эти ивенты, несмотря ни на что. И опять же, тоже ту тему затронуть, что мы всегда пытаемся кому-то понравиться и всегда, так скажем, ответить на то, что от чего от нас ожидает, там, не знаю, школа, родители, друзья, общество. Но мы должны прежде всего признать, что мы индивидуумы, и что каждый из нас может по-другому развиваться, и что не надо сравнивать себя с другими, и поэтому кривые зубы, которые все срослись, непонятно как. И сейчас мы покажем... И сейчас мы покажем трейлер, также, который мы сделали на основе этих плакатов. Ja, das habe ich doch. Also sage ich auch gleich. Мы сейчас проверим, чтобы все работало.
написал тоже сам Хаймер к этому видео, которое мы делали, чтобы подчеркнуть именно то направление музыки, которое будет. И, как вы видите, мы играем больше с close-ups, то есть с приближенными картинками, чтобы в конце только увидеть, что это, вся эта челюсть к человеку относится. Одна из последних наших работ, потому что мы уже много работаем в 3D, в музыкальном мире, интересно, что тоже на это реагирует мода. Мы работали для Vogue, для немецкого, и делали для них, для Инстаграма, так же, как и для веб-страницы, всякие гифки. Эти же не можем показать, но они все двигаются, их можно посмотреть в Инстаграме. И здесь интересная история, что чаще всего это такой прям серьезный клиент, которому очень важно, чтобы логотип именно соответствовал именно каждому миллиметру. И мы это все сделали, но всегда хочется же как-то что-то другое ему подпихнуть. И поэтому мы долго пытались, и вот, допустим, в таком нашем больше непонятном стиле типографии, которую мы все время где-то пытаемся подпихнуть всем, мы там написали, что 40 лет у них также были ивенты, и оказалось, что несмотря на то, что они настолько консервативны были, они согласились, что для них это тоже окей, что если мы сделаем такие какие-то сумасшедшие шрифты. Им очень понравилось. Du sagst das jetzt. Да. И мы подошли уже, в принципе, к концу. Сейчас у нас Хаймер еще скажет заключительные слова. Yeah, with our lecture, we hope we could, from whatever field you're already coming, maybe inspire you to break the rules and always stay flexible. Этой лекции, может быть, мы, скорее всего, хотели сказать, причем неважно, из какого именно сферы вы пришли, что не обязательно всегда следовать правилам и что иногда их нужно немного нарушать. Because what we really often learn in school when we go for design school or music school is that you have certain rules you have to follow and then everything will be clear and correct. Что чаще всего там, допустим, в музыкальной школе или в художественной школе вы всегда учите много правил, как это нужно делать, чтобы это все хорошо получилось. И как бы это очень важно для самого начального этапа. But in reality, really often new ideas come from experimentation and from mistakes. Но, как вы знаете, может быть, что в настоящем мире, когда ты уже больше работаешь, что самые новые интересные вещи чаще всего приходят именно из тех ошибок, которые мы совершили. And we hope you will be able to, as long as you don't have the most serious clients or you have to work every day super hard for a serious project, that you use the freedom you have to experiment and make mistakes. И мы хотим вам пожелать также, чтобы у вас оставалась та свобода, несмотря на то, что такие серьезные клиенты, насколько все нужно было серьезно и важно это делать, чтобы у вас хотя бы немножко оставалась свобода, где можно сделать именно то, что ты хочешь, и выразить только себя. And the more influences you have and the more sources you can take ideas from, the better it is, because then you can really create some new ideas and some new concepts. И чем больше вы интересуетесь различными направлениями, неважно там в чем, в культуре, в языках и какими-то особыми процессами, то именно они могут повлиять на то, как вы делаете дизайн, как вы к этому подходите, и это будет вам больше всего помогать. And over the years we worked together, we learned that really often you don't have to look super far for inspiration and just copy something you see on, I don't know, like your favorite website, because a lot of stuff you can take inspiration from is already around you. И так же, как мы за долгие годы нашей работы вместе поняли, что изначально, когда ты там учишься или еще что-то, то ты сначала смотришь на более взрослых дизайнеров, которые уже успели, так скажем, преуспеть в этом мире, и пытаешься как-то, может быть, что-то повторить, но на самом деле это не столько важно, потому что вся инспирация находится не в интернете и не на веб-страницах с хорошим дизайном, а она находится вокруг вас, именно с теми людьми, с которыми вы общаетесь, с которыми вы живете. И на этом все.
Я думаю, что уже довольно-таки много, может быть около 30, может быть и больше. Различных. Because maybe also sometimes when you do projects on your own or together, really often it's hard to see what you did and what the other person did, because as soon as you start working together, you always kind of have like the ideas from other people in your work. So I think you never really work alone when you're in connection with other people. Я хочу к этому еще сказать, это он говорит, что, может быть, здесь уместно о том упомянуть, что сначала, когда ты работаешь один, то тогда ты сам знаешь свои рамки, а когда ты начинаешь работать вместе, что даже эта граница немножко стирается, потому что даже работая как бы сам над тем проектом, но уже знаешь, что ты работаешь с одним человеком, который тебя хорошо понимает, у тебя как бы, так скажем, где-то далеко в голове находится лампочка, которая, так скажем, говорит о том, что ты можешь этому человеку позвонить или спросить, как ты думаешь, хорошо или нет, поэтому здесь сложно такие конкретно провести границы, потому что мы уже достигли, сейчас это уже от меня, а не перевод, такого процесса, что даже работая как бы отдельно на проектах, иногда в какой-то момент ты уже не видишь, особенно когда ты долго работаешь и сидишь там, я не знаю, 2-3 недели над одним и тем же, начинается такая, как скажем, слепость, что ты все эти маленькие штучки не видишь, и ты, ну, как бы важно иногда послать это кому-то другому свежими глазами, чтобы по-новому посмотреть или найти какие-то ошибки. Я надеюсь, что мы смогли ответить на этот вопрос. Еще какие-то вопросы? А музыку вы пишете сами, да? Ко всем своим работам? Also, du hast die meiste schreibt ja die Musik selber. Да, он пишет. Я не пишу, я музыкой не занимаюсь, я чисто дизайнер. Немножко работала в моде, а он музыкант сам по себе, профессиональный. А вот это, получается, вот это, как скажем так, звуковое оформление вот этих работ, это как бы как данность, или как это все-таки как инструмент для подачи зрителей, чтобы поняли, да, более-менее адаптировано, или как бы для эффекта? Wenn man so Musik benutzt, ist das um so Effekt zu verstärken oder ist das Hauptthema oder genau wird dann die Musik eingesetzt? Yeah, sometimes, as said before, sometimes with music you can say things or create a mood that you are unable to create with the design or the visuality. Как я до этого говорил, что, допустим, языком не всегда можно именно то сказать, что можно сообщить картинкой. And so sometimes that when you don't know which way to go, it can help to create music first or to look for a sound and then start to work with that. Иногда наш путь это то, что найти какой-то сначала, подумать сначала вместо того, чтобы сразу делать визуализацию, сделать там музыку или найти какой-то интересный саунд и из него уже развить идею. So it really depends on the project, but for me as a musician and designer, it's both is really similar actually, because it's a really similar way of creating some communication or some communicate some feeling. Really similar. То есть я хочу сказать, прежде всего, что по опыту уже показывают, что иногда разные методы, сначала через визуальность музыки, а иногда наоборот, но я хочу сказать именно про себя, это он говорит, что для меня вот именно этот процесс создавания и творческий этот процесс, как для музыки, так и для дизайна совершенно одинаков, и что я работаю как там, как в одном. То есть картинка, она как бы может быть не обязательно исходным элементом, да, может быть какой-то звук или идея. Also das Ausgangsbild, es muss nicht unbedingt Bild als Ausgang sein, sondern es könnte auch ein Sound Yeah. And like it's sometimes you can't control it, but I would always say, even if you do a text or if you have to make a picture or if you have to make music, always try to not repeat the things in the other. Like if you have some music and it's already really sad, you don't have to write on the music in the video, it's super sad. You can write something else and then you have two layers. Then you have this information and this, and always try to use it as, you know, like as the power of the media. Что я хочу еще к этому сказать, к этому процессу, чтобы вы поняли, это независимо только от музыки и визуальности, также это там про текст или еще что-то, что если вы пишете, допустим, какой-то, написали уже для проекта какой-то более sad, как сказать, грустную музыку,
вам уже не надо, когда вы будете делать картинки или визуальный трейлер под это, писать на нем грустно или показывать слезы, потому что это уже и так музыкой вы объяснили. То есть здесь нужен какой-то следующий уровень объяснения, то есть вам нужно показывать что-то совершенно другое, потому что именно через медиа у вас есть возможность наслоения информации. То есть, допустим, как на плакате, то, что если текстом написано, там должно быть что-то другое, наверное, изображено, чтобы более углубленно дать понять все эти вещи. А источниками вдохновения у вас что в основном служит? Was ist das Inspirationsquelle in erster Linie? Вернее, да, я отвечаю на вопрос. Я думаю, что именно через свою творческую практику я поняла неправильно инспирироваться другими художниками или дизайнерами, потому что это уже переработанная информация. Там можно выучить только какие-то методы, как они используют типографику. Но повторять это не будет смысла, потому что вы не сможете, ну, как бы это какая-то тоже своя эмоциональная обработка, которая в конце получается. И учить как бы именно методы, а именно то, чем мы вдохновляемся, это больше, скорее всего, вот настоящей жизнью. Я, например, очень много занималась в проектах различными языками, потому что я тоже одновременно говорю на 3, и одним языком можно сказать что-то одно, на котором очень сложно будет это перевести. И меня вот это, допустим, очень сильно инспирирует ошибки в языке, когда мы, например, что-то неправильно говорим, и я думаю, что это именно какие-то более вещи, которые нас окружают, и нам понятно, они являются больше инспирацией, чем какие-то другие художники. Может быть, я на этом могу немножко еще сказать про методы преподавания в Европе, особенно в немецкой школе, потому что я тоже там много преподаю. Чаще всего там является преподаватель сопутствующий, у него сопутствующая роль, а не указательная. Он не говорит, что тебе нужно делать, а он помогает тебе пройти этот путь. И все твои идеи и то, что у тебя возникает в голове, это твое. Также поступая в университет, неважно, какие у тебя техники. Иногда поступают люди в университет, не умея абсолютно рисовать, держать в руках там кисточки или краски. Но очень важно, что у тебя интересные идеи, что у тебя концепт, что ты думаешь о каких-то вещах, но умеешь это в голове перерабатывать, потому что научиться это выражать, это можно научиться в процессе. То есть не обязательно, так скажем, идти какой-то определенный путь. И потеряла мысль. И что как бы важно именно, опять же, в этом методе в немецких университетах, чтобы ты сам нашел путь. То есть тебе никто не будет, ты не приходишь туда и там, ну как они говорят, мы вас не ждем, и вас никто также в этом мире ждать не будет нигде. Это как бы уже закончилось в семье, когда вы были маленькими. Поэтому вы должны научиться адаптироваться в этой сфере, и вы должны сами искать свой путь, потому что никто не сможет вам полностью его показать. И поэтому образование именно основано на таком каком-то личностном опыте, вот как мы сейчас делаем эту лекцию, то есть мы рассказываем вам, как был наш путь, чтобы вам дать понять, что у каждого как бы свой путь, и вам не нужно повторять, там, допустим, что делаем мы или как мы это делаем, а вам, ну, как бы важно понять, как я говорила до этого, мы стали просто в студенчестве делать какие-то ивенты, и на нас стали обращать другие музыканты и стали приходить к нам, и так у нас получилась какая-то база, которая сама собой создалась, что они знали о нас и о нашей работе. И вот так вот это все, как бы, иногда ты делаешь свои вещи, иногда они сами тебя ищут, так скажем. И вам главное только доверять себе и верить в себя, и найти свой путь. Есть еще какие-то вопросы? Как давно вы занимаетесь электронной музыкой? Wie lange machst du schon elektronische Musik? I have been, oh sorry, I have to drink some water. Сейчас он глоток выпьет, голос пропал. I got a cold. I was forced to learn music in primary school as a kid and always had to go to music school. Я в детстве начал заниматься вообще музыкой, еще с начальных классов, когда ходил в музыкальную школу. But I really started doing my own music and electronic music, I think, as a teenager by the age of 16 and 18. Но именно электронной музыкой, я думаю, что я начал заниматься где-то 16-17 лет. But the music really changed a lot, like over the years. Like I always
was interested in new genres or different stuff. Но чтобы вы понимали, что я не всегда только одну музыку делаю, я многими стилями интересуюсь и всегда пытаюсь что-то новое или как-то разбить вот именно эту границу между музыкой и всегда попробовать что-то новое. And I think it's really important or really good if you don't have to stick for your whole life for just one thing you want to do. You can try different stuff because the more you learn, the more rich the music will become. Я думаю, что мой совет: не нужно прилипать к какому-то одному направлению музыки, потому что время и мир все время даже быстро меняются, и что чем больше, допустим, учишься каким-то другим музыкальным направлениям, тем больше музыкальный мир обогащается, потому что появляются какие-то новые смешения, и я думаю, что это намного интереснее. And also, I think I was trained musically, like in school, but I think it's really not important to have this training because you can make music in so many different ways and also design. Я думаю, что меня очень сильно тренировали в музыкальной школе на музыку, так скажем, и я думаю, что это на самом деле не так важно, чтобы воспринимать и учиться музыке, как, наверное, в дизайне. Также важно, что тебе интересно, и как бы тренироваться самому, какую ты музыку слушаешь. Да. Еще вопрос? Да, пожалуйста. В университете еще начали делать заказы, что-то я тоже перевожу, чтобы он тоже мог участвовать в беседе. Wie lange war das sozusagen, Anfangsphase, haben wir schon die Aufträge in der Uni angenommen oder wie hat das so alles gedauert? Was denkst du, soll ich antworten oder du? Wenn du hast, bitte, kannst du auch. Ich überlege kurz. Ja, ich überlege auch kurz. So Projektarbeit ist das ja. Ja, du musst. Oder willst du? I think it's really difficult to say because during university we already started doing jobs for friends first and then for like smaller like clients companies. Я думаю, что это сложно так именно конкретно ответить, но мы уже во время нашей студенческой жизни начали принимать какие-то заказы. Может быть, сначала они были от друзей для каких-то маленьких ивентов, а потом уже приходили более серьезные заказчики. But to be honest, in reality, we didn't get the bigger clients we worked for from these real jobs we had first, but rather from the free work we did during school. Но самое интересное, что именно большие клиенты к нам приходили не из-за того, что какие-то другие большие клиенты были у нас, а они приходили именно из-за той свободной работы, которую мы делали во время университета. So I think it's really important to start working early on and make experiences, but my experience is that when you start working, you always get first like more freedom in your work and the clients are really, yeah, du weißt schon so, dass man so immer nur so das Gleiche machen muss und dann, Was war die Aussage konkret? dass man dann nicht aufhören soll. And you shouldn't stop then, when you get your first jobs, you shouldn't stop like doing your own stuff. Because this is what really can help you develop your own language, and then you will get more easily better jobs in the future. Важно, беря на себя какие-то проекты или заказы, которые чаще всего там, может быть, сначала бывают очень как серьезные и очень такие рамки, которые сложно переступить. Это все нужно делать, как бы и тоже пробовать, но опять же важно не забывать себя и что тебе нравится, и также пробовать какие-то свои собственные свободные работы, потому что именно через эти работы вы будете развивать свой собственный язык, и нельзя останавливаться, а нужно дальше делать. And for example, we also know friends from school that started working really early, and they had a lot of jobs, and they didn't keep on studying, but they at some point were stuck because they couldn't get any other jobs anymore. То есть, чтобы вы поняли про пример, у нас есть также некоторые друзья или знакомые, которые с нами начинали учиться, и у них так быстро прошла профессиональная деятельность, что приходило столько много заказов, что они переставали учиться и продолжали только работать на эти заказы, но проблема была в том, что на каком-то месте они просто остановились и не могли больше, потому что они исчерпали себя
в каком-то плане не развивались эстетически или художественно сами для себя. How can you describe the way to becoming a professional artist or for you, especially musician, after passing university? How can I describe the way or? Becoming a professional artist musician after passing the university. Maybe you can say it in Russian again, if I translate. Ich habe nicht ganz verstanden. Он не совсем понял. Можно еще раз по-русски? Может, погромче. Путь своим профессионалом после окончания университета. Wie kannst du so ein bisschen beschreiben, das Weg von einem Künstler, sozusagen, oder Musiker oder Grafiker nach der Schule? Wie ist das professionelle Weg aussieht? Ja, sehr schwer. Очень сложно. Balance. Yeah, it's when I finished my first graduation in school, it was actually really hard first because you suddenly have to. I had to have money before also to pay rent and everything, but suddenly you have to work all the time and to pay the rent and do everything. And I think the first time is really hard. This is why I suggest to, during your studies already, try to look around what you want to do and create a surrounding with people that you want to work with. Because if you're just alone afterwards, after studying, it will be really hard. Я думаю, что, конечно, весь этот, так скажем, серьезное разделение, когда ты заканчиваешь учиться и уже вступаешь в профессиональную жизнь, это, конечно же, деньги, то, что нужно все будет, все как бы платить, совсем по-другому, особенно в Германии это совершенно другие, так скажем, налоги, когда ты начинаешь работать профессионально. Это, конечно, все важно, но еще важнее, скорее всего, во время студенчества начинать смотреть, с кем ты хочешь работать, или как ты хочешь работать, или что конкретно ты хочешь делать, потому что ты не можешь чаще всего, закончив университет, взять и один начинать работать, тебе обязательно нужны люди, с кем ты как-то вместе кооперируешься, и вы что-то вместе создаете, поэтому именно для этого, наверное, очень важен студенческое время, чтобы вот именно там уже сориентироваться и понять примерно хотя бы куда ты хочешь. And all creative jobs are really hard because there's, of course, not as much money involved as maybe if you become a doctor or study medicine. So и понятно, что все креативная работа, когда ты занимаешься, это они не настолько финансово выгодны, как, допустим, если вы будете доктором каких-нибудь, может быть, наук или доктором, ты имеешь в виду врачом. So I think it's really important to find people who you like and who want to work in the future with you and who you can trust, because и мне кажется, что самое важное это найти именно тех людей, которым ты доверяешь, которые тебя инспирируют, с которыми тебе такое ощущение, что ты можешь пройти большую дорогу в будущем. Because if you're alone and you want to be an artist alone, it will be just fighting against others and. Потому что если ты будешь только одним и пытаться себе локтями проталкивать дорогу, это будет просто борьба, и на другое времени не будет оставаться, скорее всего. Was war das noch die Frage, halt die davor übersetzt? Was war die Frage? Wie der Weg zu beschreiben ist. Ja, und I think that's pretty much the way. So try to build a good surrounding early on, and then it will be easier to do the work, because in creative jobs it's important that you enjoy what you're doing, and if you're just like, I need money, it's so difficult, then you start to hate it. То есть это очень важно найти свои какие-то инспирационные моменты, найти людей, с которыми ты хочешь работать, потому что если дальше оставаться в этой профессиональной деятельности, там очень много тоже борьбы за проекты и так далее, и тебя это может быть просто в какой-то момент затянуть, и ты потеряешь все наслаждение, что самое важное на самом деле в творческой работе. Что я хочу сказать от себя, очень важно общайтесь друг с другом, потому что университет, или когда ты учишься, это такой очень safe space, как сказать, такое защищенное пространство, в котором вы находитесь, потому что всегда можно обратиться к учителю и еще что-то, или там просто неважно. А когда ты уже в профессиональной деятельности, ты не можешь куда-то упасть назад и сказать, ладно. Поэтому очень важно, мне кажется, оставаться в контакте со своими одноклассниками или с людьми, вот именно которыми ты
одногруппниками, или с людьми, с которыми ты работаешь, или профессионально уважаешь, потому что вы можете в любой момент, когда вот я как говорила, ты делаешь какой-то проект, ты уже не видишь просто физически своими глазами, и очень важно, чтобы у тебя был, может быть, хотя бы несколько человек, кому ты можешь послать эту работу и спросить, можно глянуть на это, и поэтому общайтесь между собой, потому что это очень важно, именно вы останетесь у друг друга. Я не думаю, что каждый из вас может бежать потом каждый раз к учителю обратно в университет, но вы можете всегда позвонить своим друзьям или с теми людьми, с которыми вы работаете, как бы. И поэтому это очень важно. Hat das die Frage beantwortet? Мы смогли ответить на твой вопрос? Я большой. Ja. Еще есть вопросы? Да. В каких программах вы работаете? Какие технологии используете, чтобы создавать свои плакаты? In welche Programme und Technologien benutzen wir, um das alles zu designen, was wir machen? Mhm. Also specifically? Sie wissen Ja, das? ich glaube für Ja. Design, ja, Ja, genau. ja. Ну, я думаю, что окей, Мгм. wenn Ja, ich- ist вот я, наверное, отвечу на этот вопрос. Мы начинали как студенты чаще всего вот тоже с индизайна, фотошопа, иллюстратора, потом больше перешли, стали интересоваться. В какой-то момент тоже тебя это уже закрепощает, как-то ты хочешь что-то новое и интересное попробовать, поэтому начали работать в блендере. Есть еще Cinema 3D, но она очень дорогая профессиональная программа в Европе, и в которой очень сложно найти версии, которые можно просто так где-то использовать. Поэтому Blender, она бесплатная, и там очень много туториалов. Это иногда, кстати, такой, как вам маленький совет, иногда бесплатные программы в начале, они всем более интересны, потому что больше людей набрасывается на них, и они их больше, как это сказать, улучшают и быстрее пишут какие-то вещи, как там можно лучше использовать, или какие-то лайфхаки. А вот в таких серьезных программах, которые пытаются продать, там уже больше их продают, и там все это обновление чаще всего идет медленнее и сложнее. Но так мы in welche Programm arbeiten wir noch eigentlich? Hast du gesagt, Länder kostenlos? Ja, genau. For music, I work in Ableton Live, Для музыки я чаще всего работаю с Ableton Live. but there's many music programs you can do music with. Ableton Live is nice to work with because it's really intuitive and you not necessarily have to be able to play music like in theory because it's based on loops. Допустим, его подход к работе с музыкой Ableton Live, почему? Потому что он очень интуитивный, и там, например, работая в этой программе, не обязательно нужно знать всю систему музыкальную, чтобы в ней работать, и она базируется на лупах, которые ты повторяешь, но есть множество программ, которые тоже можно использовать. И еще, может быть, что я хочу от себя сказать, допустим, тоже обучаясь в Европе, так скажем, я приехав с России, я думала, что в какой-то момент нас кто-то научит владеть программами, но, как говорили наши преподаватели, я здесь не для того, чтобы, чтобы учить вас этому. И я думаю, что это немножко так зеркало нашего современного времени, что вы всему этому можете научиться в интернете, то есть, и это намного легче, чем преподаватель будет тебе на доске показывать, а вы сейчас нажали все кнопочку copy-paste вместе, что это сложнее, что намного легче все туториалы найти в интернете, и, допустим, у каждого тоже, опять же, своя скорость обучения, и поэтому это намного легче через какие-то программы, и там нет границ, всегда все можно найти. А чем еще отличается вот система образования в России, ну, скажем, дизайн образования от немецкого? Я могу попробовать ответить на этот вопрос, потому что я сама в России не училась, но я провела 1 год, 2013 в Штиглице академии в Санкт-Петербурге. И я думаю, что большая разница в том, что там не ожидают с самого начала, как я говорила до этого, каких-то невероятных художественных качеств в тебе, то есть не обязательно уметь рисовать, как я обычно знаю, чаще всего это просят, или какие-то там способности уже показывать. Самое важное, умеешь ли ты свою выражать идею и насколько у тебя интересные идеи креативности. И вначале, чаще всего в немецкой школе показывают все, они называются базисные курсы, и это все зависит от университета в каком, но чаще всего от 1 до 2 лет, где показывают все возможные, там, допустим, фотография, каллиграфия, отдельно прямо шрифты, это когда только шрифты делать, отдельно графический дизайн, это когда уже больше на постерах, отдельно фильм, отдельно геймдизайн,
отдельно даже иногда более в продвинутых университетах это тоже не везде еще дошло в Германии, вот именно электронный какой-то, вот все эти 3D-программы. Да, тоже интересно, что там тоже они не успевают образование иногда сегодня отреагировать на то, насколько меняется наша культура. Потому что, допустим, опять же, я когда иногда иду преподавать, хотя, казалось бы, я уже более молодое поколение, и когда мне дети в 12 лет в фотошопе работают, как будто бы они родились с этой программой, тогда становится иногда, ну, как бы страшно, и думаю, что же я так еще по сравнению с ними очень медленно работаю, и я думаю, что как бы скорее всего всегда будут, вот этого не бойтесь, всегда будут люди лучше вас, всегда люди будут быстрее вас или технически лучше, но это все не важно, потому что это как бы такие компоненты, которые они либо есть или нет. Учитесь работать с тем, что у вас есть, учитесь работать мозгами, потому что это то, что нам дано от природы, они как бы никто не заберет. И поэтому это, наверное, самое важное, потому что можно технически или как-то делать такие хорошие вещи, но если там нет какого-то месседжа, ну, какой-то информации, которой вы хотите поделиться с людьми, то как бы это не важно. И я думаю, что это сегодня очень быстро в интернете также дает по себе знать, наверное, что если там ты видишь какие-то дизайнеры, с самого начала все интересуются, потому что они такие, вот как в блендере, там 3D работы, которые прям так совершенно сделаны, но в конце ты видишь, что там нет никакого, что они просто копируют постоянно какие-то работы, то этот интерес очень быстро пропадает к ним, и остаются, конечно, те дизайнеры более долговечные, так скажем, или с тем, с кем дальше работа, которые действительно какие-то идеи приносят в этот мир. Еще вопрос? Что? Сколько стоит образование в Германии? Оно бесплатное. Бесплатно? Да. То, там есть платные и бесплатные университеты, но именно я, наверное, отвечу по дизайну, потому что вам больше интересно, да? По дизайну они бесплатные, есть государственные университеты, но единственное, что туда намного сложнее поступить, потому что приватные, или как это говорится, частные, они чаще всего хуже по образованию, не знаю почему, так может быть исторически как-то сложилось, а государственно бесплатно, но туда сложнее поступить сначала, когда папку готовишь, но это такой сначала первый такой, как скажем, испуг, но зная уже эту систему, можно поступить, и когда ты уже учишься, там сложно очень вылететь, и нужно только самому как-то смотреть. Я думаю, что если, допустим, зная по опыту из русских студентов или русскоговорящих со бывших стран Советского Союза, там нужно подавать папку, и, в принципе, тебе университет помогает со всеми визами и так далее. Единственное, что тебе изначально нужно, по-моему, около 9000 евро иметь на счету, показать им. Ну, чаще всего, расскажу секрет, все собирают по всему миру, чтобы показать эту сумму. Потому что, чтобы как бы Германия была уверена, что вы не окажетесь на улице и что вы сами сможете оплатить все. Там единственное, что медицинская страховка дорогая, а так, в принципе, само образование. По магистратуре... То есть для тех, кто научно заканчивает, если не захотит в Германии учиться здесь, то есть возможность гранты есть, но это нужно все смотреть немножко по условиям, потому что там есть очень много различных грантов. Там есть гранты для тех, кто вот именно откуда-то из других стран приезжает. А, допустим, я этими грантами не очень смотрела, потому что у меня немецкое гражданство, поэтому мне больше подходили гранты те, которые на немецких студентов. Но есть, я думаю, что нужно просто это все искать. Это немножко тоже такой лайфхак, что понятно, что гранта найти нелегко, потому что если бы было найти легко, все бы туда все бы на них подавались, поэтому ищите и не теряйте надежды и упорство, потому что здесь действительно найти как бы можно. Единственное, что магистратура чаще всего очень короткая, на всего год, и вопрос, именно по немецкой системе образования вы основное все учитесь именно в бакалавриате, и магистратура это уже только так, более такая независимый проект, то есть там вы будете, там вообще просто иногда личные собеседования с преподавателем, иногда вообще раз в месяц. И там нет каких-то таких общеобразовательных каких-то даже там лекций вместе.
это все такое индивидуальное уже. И если думаю, что интересоваться действительно, как там преподают, то лучше, наверное, поступать с самого начала, но иногда они, зная, что у вас уже есть профессиональное обучение, они вас повышают в курсах же по-русски называется. И, допустим, начинаете не с первого курса, а там с третьего. Да. То есть сразу после получения языка можно работать в Германии по специальности. Ну, по идее, да, но, допустим, в дизайне же важно самое не образование, потому что никто не смотрит в конце на твою корку, если вы не хотите учиться преподавателем, потому что работая дизайнером в государственных учреждениях, а это только где, это только преподавателем, там это зависит немножко, что зарплата разного уровня, насколько у вас профессиональное образование, а если работать в каких-то конторах, то там вообще не важно, есть у тебя образование или нет, там главное портфолио. И если портфолио понравится, то... Здесь мы не отличались. А? Здесь мы не отличаемся. То же самое. Вы говорили это, что вы работаете в университете, да? Да. А есть какие-то определенные летние курсы, набор там на 3 месяца? Приехать просто 3 месяца поучиться, посмотреть, как там, что там? Таких, к сожалению, нет. Это считают какая-то такая система, которая считает, что каждый должен найти сам свой путь. Вот именно как-то курсов нет. Это можно единственное, как обычно студенты делают, это общаешься, кто уже учится или кто уже учился, и говорят, там, можешь посмотреть мое портфолио или еще что-то, или рассказать как-то. Есть иногда бывает собеседование перед поступлением, но оно просто на один день. То есть ты приходишь, и каждый раскладывает свою папку, и там иногда ждешь и 10 часов, но можно коротко поговорить об этом. Но, как я могу от себя, может быть, как-то сказать, что важно, как я уже до этого говорила, идеи. И не важно, насколько хорошо там рисовать или не рисовать, или фотографировать, не фотографировать, а главное, идеи, насколько вы все это вместе сможете сделать. И иногда, если бывает два вида, более грубо, если сказать, папок. Одна — это, допустим, когда вы нашли идею, сказать, я не знаю, там, какая там идея может быть, ну, самая такая простая, скажем, я беру форму перчатки и обрабатываю ее во все папки, то есть там через фотографию, через видео, там, через живопись, через рисунок, вот. А есть, ну, это как бы и тематически, это может быть более глубокая тема, там, я не знаю, смешение языков или еще что-то. А есть другой вид более папки, это когда ты просто показываешь свои работы, и там лучше всего, когда вот не одна тема, потому что в одной теме это легче, как бы все это сконцентрировать именно на идее, но неважно, через какие материалы вы прошли, а если именно делать папку без идеи, то там лучше всего, конечно, показать различные пробы работ. Это для вас как бы плюсом будет. И иногда говорят очень преподаватели, очень краткая сестра таланта, потому что вы ставьте себе, когда, допустим, в университет подается, не знаю, там сколько, ну, папок 500, и вот преподаватели смотрят, представляете, как должны глаза работать, поэтому чем меньше и сконцентрированно это сказано, тем быстрее вас поймут, чем вы будете там, я сейчас сделала 250 фотографий, которые я сделала листочков на ветру, и это можно слить с ума, поэтому, ну, как бы, это тоже очень важно, опять же, в дизайне вы тоже будете позже учиться, что это же важно, с кем вы коммуницируете, через какое медиа, что, допустим, если вы про какой-то ивент говорите, вы же не можете трейлер сделать 2,5 часа, потому что это уже фильм. Это уже нужно сажать людей поудобнее, и они должны смотреть. А если это трейлер, он должен быть за короткое время все рассказать. Вот, и также про папку. Вы должны как бы про себя за короткое время рассказать. Каким был ваш дипломный проект? Что? Каким был ваш дипломный проект, когда вы заканчивали образование? Был ли он совместным? Was haben wir als Abschlussarbeit gemacht? Ja? Oder wir, ob wir zusammen eins gemacht haben? У меня уже столько, у меня просто... Мы разные проекты делали. Willst du erst mal Ich kann ganz kurz, vielleicht nicht zu lang, weil ich glaube, das ist schon Konzentration. I did for my bachelor work, I did actually something I couldn't do before. I programmed a website in 3D. Я, когда заканчивала бакалавриат, сделала то, что до этого я не мог делать, я
программировал веб-страницу. Yeah, and it was kind of a game that you can play online, and it told a story, and it was a little bit abstract. Это была абстрактная игра, которую можно было онлайн сыграть. And for me, it was just important to use the possibility to learn something new before I finish, because I didn't want to just do what I learned before, so now I can also program, which is nice. И для меня в этот момент была очень важная задача научиться чему-то того, что я не умел. И я думаю, что я смог этого достичь, потому что сейчас я могу программировать, потому что я в тот момент мне захотелось этому научиться. И у меня была магистратура, был бакалавриат и магистратура. Расскажу коротко, хотя долго рассказывать. На бакалавриате я до этого говорила, в Петербурге была и помогала вместе в кооперации с Русским музеем и Академией Штиглица восстанавливали костюмы Малевича 1913 года, который он делал для «Победы над солнцем». И я там работала год над этими костюмами. И у меня был этот первый такой опыт в костюме и вообще очень интересно, скульптуральный больше. И мне было очень интересно, как это можно будет перевести на носибельную одежду. И я после этого вместо графического дизайна сделала коллекцию одежды, экспериментируя с материалами. А в моей магистратуре была тема коммуникация и языки. И опять же, выходя именно из своей позиции, так как я говорю на 3, было смешение языков. То есть чаще всего говорят, там нужно сохранять язык, чтобы мы там на русском правильно учили, нас учат в школе, все слова правильно учили, а мне захотелось представить хаос, и что случится тогда, если все языки перемешаются. И я сделала 2 вещи. Это прежде всего веб-страницу, где можно было попасть в этот хаос, где на много разных языках какие-то иногда тройные получаются, как сказать, понятия, говоря на этих языках и слушая. И я сделала книгу «Как разучить язык», потому что иногда язык, опять же, является тем, допустим, если посмотреть это все исторически, различные уровни дискриминации или каких-то исторических событий, которые мы сегодня не очень приветствуем, они тоже в языке находятся. И чтобы как бы этого избавиться, это тоже когда-то говорил Малевич и люди с авангарда, что нужно как бы уйти от нашего языка, которым мы пользуемся, может быть, совсем, чтобы полностью демократия наступила, и чтобы все люди друг к другу одинаково относились. И это была такая немножко сумасшедшая идея, чтобы ее попробовать. Ну что, вы устали? Спасибо. Тогда спасибо большое. Да, ну спасибо всем. Да. А пока вы даете, я должен сказать, что вот эта встреча состоялась при поддержке Гёте-института Новосибирска, который нас поддержал и дал возможность привести сюда наших гостей. Спасибо. Там сладкие подарки. Спасибо большое. Да, и вот это благовоние, а это наш преподаватель делает Ой, как здорово. подставку для благовония. Das ist extra für die Duftsachen mit бурятischen Drinking. Geil. Было очень Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. У вас еще. Спасибо. Спасибо вам. Да, давайте сфотографируемся. Сейчас. Флори, мы с тобой фото machen. Ирина Ивановна тоже. Давайте я вас фотографирую. Давайте мы на свет встанем. Идите Да, сюда. а то вы Все черные. желающие Бог сфотографируем. Где еще? Давайте сюда вещи все свои.